На завтра, послезавтра, Анатолий Васильевич, Василий Иванович, если вот желающие, мы сможем группу поддержку привести, я понимаю, что с поражением опорно-двигательного аппарата, но они такие же люди, что вы могли приехать на чемпионат России, увидеть, сфотографироваться, взять автографы, просто поговорить с этими, на данный момент, легендами паралимпийского движения, не только в Удмуртии, но я считаю всего мира. На этом я, знаете, вот я очень бы хотел долго, я могу минут 45, час, 2 часа про паралимпийский, 3 часа рассказывать, 4 часа, можно, но вот от чистого сердца, я бы сейчас хотел бы, чтобы вы меня отпустили вот с этого стула, чтобы я убежал, потому что вот сейчас они у меня стартуют, а потом мы встретимся, и хотелось бы, если вы сможете, завтра приехать и послезавтра для поддержки, старт 10 часов. И мы там, вы просто не стесняйтесь, подходите, звоните, и мы вам, наверное, в любом случае, будет теплая встреча. И Ирину Александровну попрошу, чтобы тоже с вами... На чем туда доехать? Ну ведь невозможно, на 2 километра нельзя пройти. Я вот поэтому обращаюсь к Анатолию Васильевичу и Василию Ивановичу. Если у нас получится такая возможность привести людей, вот у меня просто такая просьба. Получится? Вот. Дело в том, что... Как обычно, с нами не согласовали время проведения чемпионата мира. Россия. Вот, чемпионата России, да? И у нас завтра соревнования по армрестлингу. И наши спортсмены будут вот бороться. У нас уже это запланировано вместе с управлением спорта города Ижевска давно, в начале года, даже еще в конце прошлого года. И вряд ли, но болельщикам, не спортсменам, конечно, пожалуйста. А там ходил автобус 111 раньше, он сейчас ходит или нет? Вот сейчас, честно говоря, не могу на это... Какой остановочный там ходит? 106, да? В любом случае, вот понимаете, вот в ответном плане я могу так сказать. Если я очень сильно захотел, вот, да, вот я, послезавтра, я очень сильно может быть. захотел, я дойду на костылях на одной ноге. Серьезно вам говорю. Я тоже доходил туда, да. А вот когда ни разу не был, то сложно туда дойти. Ну, а провожатого найти невозможно. И в общем, туда невозможно дойти. Вот, у кого есть возможность, Сергей Николаевич, убавь синий немножечко. Ага, вот так лучше. А то уж шибко громко кричит лишнего. Вот на пятницу, или кто может завтра, если мне память не изменяет, 106 автобус, мы придем на место, мы посмотрим, 106, да? 306, да? Мы посмотрим, он, по-моему, в 9 часов туда ходил, как раз к началу соревнований, да? Да. Да. Вот, он прямо туда вниз спускался, поэтому можно прямо около базы выйти и по... А докуда ехать-то? База Кулаковой. Да. 14 там заворачивается. В общем, от Бородинского тракта одну остановку вниз. Так? Да. Угу. Одну остановку вниз. Вот. И, конечно, кто может, надо съездить поболеть. Да, действительно, у нас такая тут большая накладка получилась, что у нас не только еще наши соревнования, но еще и республиканские соревнования по шахматам, и туда уедут часть наших спортсменов. Я могу, Василий Иванович, только порадоваться. За то, что это то, что столько соревнований, я только думаю порадоваться. Я с вами согласен. Да, вот поэтому, вот еще раз, я всех благодарю за теплый прием. Я, знаете, всегда, когда приходишь, как-то мне радостно и непринужденно на моей душе. Спасибо. И поэтому, с вашего разрешения, я вас всех поблагодарю. И, наверное, про паралимпийские игры и Максим лучше расскажет, и Анатолий Васильевич, и Савелий. А так я говорю, всем большое спасибо за вашу поддержку. Внимание, я хотел спросить, будет ли расширяться зимние виды паралимпиады? Вот. Потому что никакой информации об этом нету. Коньки, например, еще что-нибудь. Дополнительные виды спорта, олимпийские. Нет, вот по дополнительным видам спорта это решает даже не Паралимпийский комитет России с предложением могут выйти, а Международный паралимпийский комитет. Я прекрасно понимаю, о чем мы говорим, потому что конькобежный спорт. По России, по Удмуртии тогда хотя бы новые виды для инвалидов разрабатывали.
Нет, но новые виды, если разрабатывать, у нас еще, вот, по большому счету, не надо искать где-то что-то. У нас есть столько видов спорта, которые мы сами, даже паралимпийских, которые, к сожалению, мы не развиваем. 20 летних видов спорта. Ну, поэтому я думаю, что в этом плане еще работы очень много. И тут тоже... Николай Александрович, давайте мы Виктора Николаевича, если нужно, пригласим еще раз. Он, Я готов к вам прийти. он человек контактный. Спасибо всем. Давай. Встретимся. Ага. Спасибо. Полярность.